Селям алейкум, я Алія Хаджабадінова і ви дивитесь Jungle Studio. Музична осінь Києва насичена безліччю музичних подій, одна з яких от-от розпочнеться у гостинному Caribbean Club. Це буде виступ гурту Коло Йоло. Така чудова сонячна назва з'явилася від імен його засновників – Колі і Олі. Сьогодні в нас є чудова можливість побувати у них за лаштунками. Вперед! Друзі, ми зараз знаходимося за лаштунками сцени, де й буде проходити концерт гурту Коло Йоло. І в нас є чудова нагода поспілкуватися із учасницею гурту Олею Гончаренко. Селям, Оля. Селям, Алия. Ти хвилюєшся? Звісно. Расскажи про историю возникновения вашего коллектива. Ну, это случилось, наверное, тогда, когда мы встретились с Николаем. А может быть и раньше. Это были еще детские мечты, его и мои отдельные. И вот они соединились, когда мы встретились. И это было в училище музыкальном. Нам было по 18. И мы были все такие окрыленные жизнью, в принципе, как и сейчас. Жизнь — это путешествие, которое окрыляет. И вот тогда мы уже начинали совместно пробовать играть. Воспитывались новой музыкой, потому что я народница, я играла на бандуре. Украинские песни только, это традиционные. Коля, он рок-музыкант был, он кричал на сцене вот так страшным голосом и разные непристойные вещи. На этом концерте будет подобное что-то? Нет, но, конечно, нужно внедрить, да, это интересно. Но мне кажется, это будет круто. И потом мы познакомились с джазовой музыкой, и это было вот где-то 4 года формирования джаза в нас, когда я слушала, вот настолько меня вдохновляла эта музыка, настолько она меня окрыляла. Вот я ее слушала, ела, и потом мы начали писать музыку в приближенно каком-то стиле. Мы всегда искали чего-то нового.
Сколько лет вашему коллективу? Но вот именно Кола Йола мы назвали и организовали где-то 5 лет назад. До этого пробовали разные. Играть, пробовали. Состав вашей группы. Состав основной – это, конечно же, Коля и я, откуда, в принципе, и Кола Йола возникло это название. И люди, музыканты, которых нам посылает Вселенная. Это наши учителя, это наши союзники, это наши люди, которые какими-то гранями соприкасаются с нашим мышлением и с которыми мы творим и проходим какой-то путь. То есть это разные музыканты. А название вот Коло Йоло имеет такой глубокий смысл. Раскрой нам секрет. Сейчас я его выдумаю. Глубокий, слишком глубокий, да? Я, кстати, читала. Ну, надо же, конечно, создать глубину. Да, давайте расскажем об этом зрителям. Давайте. Ну, Кола Йола – это Коля Оля. И Глубина, наверное, в том, что вот это он лью, переживать каждый момент жизни, осознавать его. Вот для нас это очень важно. Это очень важно для меня. Переживать каждую минуту жизни. Вот сейчас. Вот ее никогда не повторится, реально. особенно это волнение перед выступлением. И волнение, и на сцене, и когда ты готовишься, и когда ты просто просыпаешься, и когда ты смотришь на своих любимых людей, и когда ты смотришь на деревья, и когда, вот жизнь, она состоит из этих минут. Вот очень важно это все осознавать, ощущать себя в этом и все вокруг в себе. Вот, наверное, философия этого названия.
философии вашего диска, который вот вы скоро выпустите. Расскажи о нем. Это было потрясающее впечатление и путешествие для меня лично. Потому что собирались, музыки очень много, вот у нас уже собрано, и мы хотели все записать. И это как-то не реализовывалось, я не могу понять, почему. Потом мы встречаем уже Алика Хантаева, с которым мы играли, и записываем диск. И вот когда мы записывали диск, это все вот в импровизационном каком-то творении, то есть много импровизаций. Записывается все с одного, вот от начала до конца ты играешь, импровизация. Это получается, записывается момент творения какого-то, это невероятное ощущение. То есть я волновалась перед этим, я думала, смогу ли, как я это все, вот там, все эти нюансы, чтобы все было вот сыграно хорошо, чтобы это передались эмоции правильные в музыку, потому что музыка, она формирует все, в принципе, вокруг. И получилось все намного лучше, чем я ожидала. То есть для меня это было какое-то невероятное путешествие, где я настолько прокайфовала за эти 3 дня. Это было как будто я съездила. Вот я так сравнивала, говорю, ребята, если бы мне сейчас предложили куда-нибудь поехать там на курорт, вот я бы еще диск записала. Вот это настолько было для меня таким кайфом, что после 3 дней столько энергии, что ты готов, не знаю, создать что-то невероятное.
Где вы записывали диск? Хата Рекордс, студия, это в Василькове находится, потрясающая совершенно. Что вдохновляет создавать такие работы? Все вокруг. Мгм. Но меня лично вдохновляет вот музыка и физика. Физика. Да, мой дедушка, он математик и физик был. И он меня любил очень так мотивировать по-своему. Когда я маленькая была, у детей очень много вопросов всегда. Я к нему подходила и говорила: дедушка, расскажи мне, что такое молекулы. С такими говорила. Он мне говорил: не забивай дурным голову, пошли в карты играть. Никогда ничего мне не рассказывал вообще. И когда у меня Вика родилась, и в школе у меня по физике тройка была, твердая такая, красивая тройка. Ну вот трудно она мне давалась, это физика и математика тоже. Когда у меня родилась Вика, мой ребенок, у меня был декретный отпуск, и было, в принципе, довольно много времени. И у меня такой интерес, просто жуткий, вот к физике. Я давай квантовая физика, все это с сайтов этих оригинальных смотреть. И я смотрю, я все понимаю, у меня все складываются пазлы. Все как работает Вселенная, как эти работают законы. То есть А ты мне преподаешь? Что ты преподаешь? Бандуру. Бандуру. Ну, уроки физики? Да, Пока нет, да? конечно, какие же. Но в планах есть? Нет. Нет. Оставим физику для себя, да?
На сегодня все, дорогие друзья. Продолжение программы Джанго Студио с участием группы Коло Йоло вы увидите уже совсем скоро.